Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Кошка 13, да, если я не путаю? Абсолютно верно. Серёнь, поработай, пожалуйста, скинь ссылку кошка 13 в чат. Сегодня прям какой-то кошмар вообще. Я так рада тебя видеть. Что произошло? Что случилось? Не знаю, почему-то вроде как новая рулетка обычно, все здесь ровненько. Но почему-то как-то Ну, сегодня... идут доработки, поэтому, может, где-то упущение есть. Не, я в плане людей. Сегодня у нас что? Вторник. Гроза, магнитные бури, может, протуберанец где-то на солнце. Ну ты и шутник, конечно. Петросян второй. Точно, точно. Это все оно. Тут как Да бы я сама неудачно. сегодня какая-то летящая, ненормальная, не понимаю, что происходит со мной. Ну, середина лета переварила, а лето как такового не видели, блин. Ну да ладно. Как-то вообще. У меня как выходные, то дождь, блин, то скачки давления. Я никак на рыбалку. Первый кот, огромное спасибо. Никак на рыбалку не могу вырваться. Как лето пройдет, опять, блин, удочки не намочишь. Тебе привет большой, Андрей, от чата, от всего. Числа нам всем огромный привет. Всем мира, добра, удачи. Счастья, здоровья, чё ты- любви, любовников, любовниц. Короче, всего хорошего. А чё, почему удочки-то не намочишь? Ну, Мешают потому что дожди? то давление скачет. Понятно. Ну, вот всю неделю холодно, в пятницу жара. Ну и что, и она вся на дно упадет. Мгм. То наоборот, жара, выходные, дождь. Как бы и ехать в дождь неохота. Ну Как бы, да, ну подожди, что лазить? Как бы. грязь месить. Да не то, что грязь, сейчас, в принципе, у нас-то в основном пруды платные, как бы все облагорожено, ну, все равно, все мокрое. Как бы. Поэтому как-то. Охота как бы уже и ролик запилить с рыбалочки, как бы там поприкалываться, там, и палатки поставить, и с ночевочкой, и ночную. Михаил, привет, спасибо большое, что сбежали. Да, ребят, забегайте, подписывайтесь. Ребятки, забегите, пожалуйста, к Андрею тоже. Да ладно, не Оля обязательно. скинула ссылочку. У нас уже Оля все сама сделала, без моих напоминаний. Вот это вот хороший модератор. Ну, идеальный вообще. Модератор мечты. Ну, есть, да, еще есть Арт тоже, Тёма. Тоже хороший модератор, но он очень у многих блогеров. Как бы я-то себя блогером не считаю, я так прикалываюсь. А есть ребята покрупнее, конечно. Умнее, скажем так. Ну, мне кажется, такая сложная работа. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Для меня это увлечение, это хобби. Не, я в плане модераторства. Модераторство, надо сидеть, отслеживать, читать. Модератор это просто вот сидеть и контролить чат. Да, это реагировать постоянно на каждое вот действие, что где произошло. У нас еще белые грибы пошли за Волгой. Собирай, я что против. За Волгой? О, надо кого-нибудь за грибами отправить. Не знаю, я в местных грибах вообще не соображаю. А я вообще не грибник. Мне кажется, если я пойду за грибами, то кому-то будет очень плохо или очень весело. Нет, я когда жил на севере, ну что у нас был? Подосиновик, подберезовик, сыроежка, шампиньон, маслята. Все. Не было ни ложных, никаких. Я тут как-то бы с кумом поехал. Говорю, я вообще не собрал. И я тебе все расскажу. Ну, насобирали мы ведра 4. Хорошо, мы заехали заранее к его теще, к тете Тане. Тетя Таня так глянула, говорит, вы, говорит, санитары леса. Еще из 4 ведер осталось так где-то полведерка. Ой, кошмар. У меня папа тоже избалованный грибами. Он на севере, в Архангельской области раньше жил. Ну, конечно. Там они вообще, там какие грибы собирают по Волжье, допустим, он вообще это за грибы не считает. Там, ну, белых набрать, ну, лисичек в крайнем случае, там какие-нибудь подберезовики, подосиновики, это так. Ну, вот как здесь мне там поехали щуку ловить. Щука, говорю, даже не поверю. На севере наловился и такой рыбы, что... Ну, карась, карпик, да, там белый
белый амурчик, ну там, толстолоб может поехать. А вот это щука, окуня, ну, щука что? Ну, либо сразу, когда свежий шашлык замариновать из него сделать, либо котлеты. А так, давай Маринованную подсушим, говорю, да, ну, не хочу. Кстати, вот я вяленую сушеную щуку даже не представляю себе. Лучше не представлять. Понятненько. Андрей, давайте вам что-нибудь прочитаю, что ли, для чата. Ну, давайте, я только за. Какое-нибудь стихотворение. А я про Россию вам читала, не помню. Я не помню тут. Давай про Россию. Коли уж заговорили о красотах нашей Родины. «Моя Россия» называется. Из захудалой простоты ты превращаешься в царицу. Из пепла воскресаешь ты, как в сказке дивная жар-птица. Твои леса, луга, поля насквозь пропитаны любовью, и плодородная земля всегда встречает хлебом с солью. Твои бескрайние моря, твои бурлящие потоки, о них, спуская якоря, поэты сочиняют строки. Твои старинные дома, твои далекие церквушки, твой палех, гжель и хохлома, твои на лавочках старушки, твой сладкий воздух на заре, твои багровые закаты, мороз трескучий в январе и грома летние раскаты. Твой стойкий несломимый дух, любовь и вера и надежда и нежность материнских рук живут сейчас в тебе, как прежде. Все это в сердце навсегда прошито нитью золотою, и пусть летят мои года, останусь я всегда с тобою. И пусть смеются невпопад про балалайки и медведей, цвети, как вешний дивный сад, наперекор своим соседям. Но главный клад твоих широт, что ты так бережно взрастила, большой и любящий народ, и лишь в единстве наша сила. Казах, татарин и ингуш, бурят, чеченец и аварец, в моей стране так много душ слились в один красивый танец. Культура, вера, ремесло и что-то теплое, живое, что вместе нас навек сплело в собратство доброе, родное. Цени, люби своих сынов, а мы расти с тобою будем. Любовь — основа всех основ, и мы в сердцах ее пробудем. Она, как алая заря, над миром снова разгорится. Россия, Родина моя, с тобою, Бог, моя жар-птица. Отлично. Отлично. Спасибо. Но опять же, была уже, да, у меня критика? Да, было дело. Надо пойти все-таки. Вам надо обратиться к Торису. Он отлично читает. Он сам пишет стихи. И он отлично их чувствует и отлично читает. И у него голос такой. Я бы тоже могу попробовать, наверное, да? Нет. Озвучить. Но не знаю. Да вот, знаешь, Постоянно вот такое ощущение, что вы куда-то чуть-чуть спешите. И вот надо... Я просто... Вот у меня такое состояние внутри реально, как будто за мной кто-то гонится. Я просто, вот я когда вот вы читаете, я представляю вот это все в голове, вот, как бы вот, ну не знаю. У меня есть один знакомый, который решил прочитать тоже мое стихотворение, аудио записал и мне отправил. И вот я тоже слушаю, он читает, и тоже он куда-то торопится. Говорю, помедленнее, поразмереннее. Я и так вроде, говорит, медленно, размеренно. И как-то вот не хватает какой-то немножко где-то паузы расставить, акценты. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листву зеленая вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Да, абсолютно правильно вообще. Точнее, правдиво. Я не помню, чей стих, но почему-то вот я, наверное, единственный стих, ну там, кроме там школьной программы, что-то всплывает в голове, не знаю, почему я запомнил. Да, Просто говорится, как люди могут смотреть на одно и то же, а осознавать это двуполярно, по-разному. Да, как говорится, кто-то мокнет под дождем, а кто-то под ним гуляет. Я сегодня тоже в дождик пошел. Думаю, надо пойти, тут сигареты закончиваются, ну надо идти.
Там что-то люди бегут, суетятся под дождиком. Я иду, он теплый такой, а мне по барабану вообще. Хорошо. Не знаю. Я вот единственное не очень люблю, когда дождь по голове стучит. Если я в капюшоне или в кепке, то прям нормально. Мне там чему стучать, там же кость пусть стучит. Так наоборот, барабанит сильно. Не, нормально. Ну, ладненько, спасибо за позитивную беседу. Да, взаимно, Андрей, спасибо. Можно будет ролик выставить? Конечно. Как раз мини-реклама будет. Не знаю, когда, правда, сделаю. Сейчас что-то я такой ленивый на ролики стал. Ой, это согласна. Надоедает. Ну, больше 970 роликов. А если бы все поднять, все архивы было бы около 2000, я бы вообще, наверное, не знаю. Начинаешь уставать. Потихоньку от этого устаешь. Ладненько, хорошего вечера. Добра. Всех всего благ. доброго. Если что,